Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за вашу помощь, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему: события с минуты на минуту, со дня на день. Давайте узнаем, что вас ждет и что с вами будет. Загадайте, пожалуйста, на себя, задайте вопрос от своего имени и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, какой-то праздник намечается. Праздничное мероприятие, либо посещение вами какого-то очень уютного, теплого и праздничного места. Вы то ли туда уже собираетесь, либо вас позовут, и вы прям серьезно подойдете к этому вопросу. Будете вот прям при параде, да, очень красивая, либо красивый, может быть, самое лучшее оденете, либо самое праздничное. Такое хорошее мероприятие, которое явно поднимет вам настроение. И еще вижу, что на этом мероприятии как знакомство, либо встреча вас ждет. Встреча очень приятная, ну, либо знакомство очень приятным окажется, да, возможно, даже не с одним человеком познакомитесь. Ой, что бы это ни было, конечно же, идите и получите свой праздник в жизнь. Вам эти эмоции, они очень-очень нужны. Так, еще здесь двух неудачников показали, 2 человека. Неудача их ждет. Причем за что бы они ни взяли, что бы они ни делали, чем бы они ни занимались, все как-то вот рушится, сыпется, крошится у них. Вот как, ну, действительно неудачники. 2 человека с левой стороны. Эти люди себя проявят, эти люди себя покажут. Какое-то негодование идет, а вы как будто бы наперед знали, что этим людям доверять нельзя, что эти люди, например, не те, за кого себя выдают. Ну, либо эти люди, ну, просто вот какие-то ничтожные, никчемные. То есть вы окажетесь правы, для вас это не будет чем-то таким удивительным, да, потому что знали наперед, возможно, даже об этом говорили, предупреждали других людей. Но, тем не менее, вот показали именно так. Это событие, оно произойдет. Много шума будет от этого события, много будет разговоров. Причем таких, знаете, возбужденных и, ну вот, знаете, негативной такой ноткой. Вот вы представляете, ой, какие они нехорошие, да, ой, какие они рукожопы, извините, да, вот какие-то такие разговоры пойдут. Да, этих людей показали. Песенка этих людей спета. Больше никто не будет верить. И, ну, считайте, что если это работа, да, какой-то рабочий процесс, то дни этих людей на работе, в коллективе, вот как будто бы сочтены уже, да, уже ничего не изменить. Как бы, ну, себя люди покажут. Так, еще он показывает мне мужчину. Мужчина, который иголочки опускает, ну, либо избавляется от своих иголочек. То ли настроение у него такое было, да, может, он приболел и нервным был, а может быть, он обижен на вас был. Ну, вот иголочки свои опускает, избавляется от них. Потепление ожидается. Потепление в отношениях, потепление между вами. И это могут быть как и личные отношения, так и, например, отношения в коллективе, отношения там по соседству, либо, может, начальник ваш. Может быть, даже кто-то из родственников. То есть потепление будет. Это еще не мир, но это уже тепло. Теплые, нормальные отношения, когда человек не колется, почем зря, а нормально вступает в диалог, там, пытается даже как-то, ну, выделять вас на фоне других людей. Да? Вот, в общем, меняется в лучшую сторону. Дальше показывает, что какого-то события не будет, что-то помешает, ну, либо кто-то помешает. Может быть, вы чего-то ждете, на что-то настроены, но этого события не будет.
Конечно, для вас это неприятно, но с другой стороны, что поделаешь, это жизнь, да, что-то происходит, чего-то не происходит. Но здесь вот как виновник есть, виновное лицо, давайте так скажем, по причине какого-то конкретного человека события не будет. Ну вот как данность, да, больше показано. Так, еще дрова, что это? Дрова рубить, пилить, что-то вот с работой, наверное, связано. Много нагрузки выпадет на вас, ну, либо достанется большой объем работы. Эта работа может быть как и на работе, да, в бизнесе, так и домашняя, семейная, да, какая-то ответственность. Прямо рубить, не перерубить. Даже, возможно, придется как-то распределять на более важное и менее важное. Но загрузка тут прям на все 100 и даже больше. Придется, конечно, постараться, потрудиться, и усталость, конечно, тут показана. Обидно, что вам никто не помогает. Ну, либо обидно, что именно на вас это все выпадает. А с другой стороны, вы очень ответственный человек, и вы все сделаете. Да? Может быть, поэтому именно вам это досталось. Так, еще мне показывают женщину. Женщина, ангел-хранитель у нее сильный. Здесь вам какой-то знак будет от ангела-хранителя. Знак вмешательства ангела-хранителя в вашу жизнь. Ну, вот как помощь даже мне идет от ангела-хранителя. Не могу сказать где, не могу сказать в чем, но вы прям очень сильно ощутите присутствие своего ангела-хранителя, помощь от ангела-хранителя, ну, либо знак, который вам посылают. Вот. Так что не пугайтесь, да? Это не страшно, наоборот. Это даже какая-то честь для вас, что ангел-хранитель вот так проявляется. Но опять же, чем чище человек, тем сильнее ангел, тем больше помощи и участия в жизни. Вот. Это не про плохое, это наоборот про хорошее, про защиту. Так, еще мне показывают какие-то рюмки, предложение выпить, либо желание у кого-то рюмки. Но рюмки, они не полные, а такие, знаете, наполовиночку так пригубить. Скорее всего, какие-то будут моменты, вы кого-то пригласите, либо вас кто-то пригласит, там будет, скорее всего, алкоголь, допустим, да. Вот, может быть, как среди недели как-то не совсем то, но то ли повод, то ли случай, ну вот как придется, да, вам придется хотя бы пригубить, но придется. Дальше вижу вас с рыбой в руках. Рыба таких средних размеров, это неплохо. Это деньги придут, либо деньги вами будут получены. Какая-то вот, вполне себе приятная сумма. Рыба в руках. Дальше мужчина куда-то будет спешить, торопиться. Нервный будет. Нервный такой, знаете, вот прям все у него там из рук выпадает. А мужчина, куда бы вы ни торопились, вы все равно успеете. Вот. И девушки, женщины, чей мужчина так себя будет вести, вот не лезьте под горячую руку, потому что может сказать либо сделать того, чего, например, не желает. Вот в ней идет, что какой-то вот, нервный он, да, в нервной обстановке все это будет происходить, как спешка какая-то, да, успеть сделать, вовремя выйти, либо доехать. В общем, не лезьте. Не лезьте. Видите, что он спешит, куда-нибудь подальше от него отойдите. Вот. Придет, потом будет совершенно другим. Будет улыбаться, будет радостный, счастливый. Так, мужчина и женщина. Действия мужчины и женщины вам будут неприятны. Но вам нельзя отвечать, либо вам нельзя что-то им высказывать. В общем, то, что они делают, пусть останется на их совести. Еще здесь так показано, что они ответят. Причем ответит сначала мужчина, потом женщина ответит за то, что они делают, либо за то, что они позволяют с левой стороны. Какую-то как пакость готовят, либо какую-то неожиданность. А вы, значит, молчите, а вообще не обращайте внимания, либо делайте вид, что вы ничего не замечаете. И знаете, что они ответят? Им как-то скоро, быстро прилетит. Сначала мужчине, потом женщине. Так, а вот здесь какая-то неожиданная помощь идет в вашу жизнь. Причем не от самого для вас приятного человека. Возможно, с этим человеком у вас какие-то минимальные контакты. Возможно, это человек для вас
ну, персона нон грата, да, не особо там сильно общаетесь, не особо есть желание общаться с этим человеком. Но вы знаете, этот человек вам на выручку придет, на помощь придет, вот как-то себя очень красиво и ярко проявит. Для вас это будет большой неожиданностью и таким прям приятным сюрпризом. Вы так и подумаете, да, хоть человек и сволочь, но благородство все-таки есть, да, либо широкая душа у этого человека. Может, человек себя так презентует, знаете, как-то некрасиво, нагло, нахраписто, бескультурно, но так кажется, что вполне себе адекватный человек, да, и если там убрать манеры поведения, то, возможно, даже можно общаться, и с таким человеком, ну, явно не пропадешь. Удивит и помощь какую-то вам окажет. Дальше большой камень. Прилагаете усилия, чтобы этот камень то ли сдвинуть, то ли подвинуть. Решение какого-то вопроса потребует больше времени, больше внимания и вложений, чем, например, вы были настроены потратить. Камень, он небольшой, но, судя по всему, невероятно тяжелый, либо как-то, знаете, сросся с поверхностью. И здесь придется и подумать, и приложить усилия. Больше времени потратить, чем хотели. Дальше. Слон с большими ушами. Худой слон с большими ушами. Но это, скорее всего, речь идет о вашем материальном положении, о достатке в семье, в доме. Большие уши здесь неспроста. Скорее всего, указание, что вам нужно больше слушать, чем говорить. Ну и опять же, да, слушайте. Возможно, есть какая-то нужная, важная, полезная информация в пространстве вокруг вас. И если вы ее уловите, вы можете ей воспользоваться для того, чтобы улучшить свое материальное благополучие, да, свое материальное состояние. Да, слушайте, прислушивайтесь, лишним точно не будет. Так, волны. Ну, волны, их много, но они небольшие. Ну, волны обычно к волнениям. Волнение здесь показано именно с вашей стороны. То есть, либо это непосредственно касается вас, ну, либо вам придется вот как поволноваться немножко. Причиной вашего волнения является другой человек. Его поступки, действия, поведение. Кто-то заставит вас поволноваться. Но вот знаете, мне показано, что этот человек это делает специально для того, чтобы проверить, ну, например, искренность ваших чувств, либо искренность вашего отношения. Человек может там про себя наговорить, что вот забирают, увозят, я заболел, там еще что-то со мной случилось, там в беду попал. Ну, вот типа вашу реакцию. Это как, знаете, ну, не злая шутка, а скорее как проверка мне идет. Но вы все равно все узнаете, вы правду узнаете, будете этим человеком сначала как за него волноваться, а потом будете ну, плохие слова в адрес этого человека говорить. Ну да, вы, скорее всего, очень мнительный, переживательный человек. И такие проверки, ну это прям неприятно, болезненно для вас. Но зато человек убедится, что вы искренне, что вы действительно чувствуете то, что озвучиваете. Дальше очки здесь показаны. Очки именно с вашей стороны. Не мешало бы вам одеть очки, да? Возможно, нужно к чему-то, кому-то присмотреться, ну, либо навести резкость. Может быть, что-то не замечаете важное, кого-то важного не замечаете. Может быть, есть какие-то возможности, а вы не можете их рассмотреть. То есть все-таки упор идет на внимательность. Внимательность и особенно вот к деталям, да, вот старайтесь все рассматривать. Если у вас проблемы со зрением и вам, например, там прописаны очки, то старайтесь ими пользоваться хотя бы в ближайшие 2-3 дня. Вот, не забывайте, может быть, они вам пригодятся, да, вот где-то окажетесь, а вам там бумажку какую-нибудь подсунут и скажут, распишитесь, а там будет так миленько написано, что без очков вы ничего не увидишь, да, вот про очки не забывайте, ну и будьте внимательны. Дальше, чей-то личный транспорт показали, не мешало бы, я так понимаю, на техосмотр, ну, либо к этому, на СТО отправить машинку. Что-то там уже начинает барахлить. Я не хочу, конечно, каркать для вас, но показано, что вот чем раньше вы обратитесь, тем меньше будет чек, да, тем меньше вам придется заплатить. А если вы надеетесь, что
само пройдет, да, как у людей, там, болею, вылечусь, да, выживу, то это не тот случай. Надо все-таки заниматься своим автомобилем, да, своей лошадочкой нужно заниматься. Здесь прям такие знаки, указывающие на то, что вот прям надо, и меньше денег потратите, и ездить будете более безопасно. Ну, как-то так. Конечно, решать вам. Опять же, если вы что-то такое ощущаете в своем автомобиле, что-то вам там слышится, постукивает, повизгивает, то надо, ребятки, надо, и как не отвертишься. Дальше показывают мне льва. Лев, довольно сытый лев, одним глазом на вас посматривает. Какой-то мужчина серьезный. Мужчина, ну, грива, да, все-таки лев, мужчина, одним глазом на вас посматривает. Кто-то обратил на вас внимание. Вот прям интерес просыпается у этого человека. Но судя по тому, что он в такой позе, скорее всего, проблем с противоположным полом у этого мужчины нет. Но вы чем-то заинтересовали, вот как крючок в него ваш впился, одним глазом посматривает. Даже если вам кажется, что мужчина там яркий, симпатичный, там, статусный, на вас не обращает внимания, вы ошибаетесь, он за вами присматривает одним глазом точно. То есть вы ему уже интересны. Нужно еще немножко как-то, вот, знаете, подманить, заинтересовать, и он проявится. Так показали. Так, еще кит. Маленький, но выпускает фонтанчик. Это какое-то очень хорошее событие, которое, ну, вот как само собой случится, само по себе произойдет. То есть вы ничего не делаете, не предпринимаете, это событие, оно вот берет и случается, и происходит с вами. Это приятная неожиданность, которая тоже здорово на вас повлияет. Я вижу, что вы как-то вот прям с улыбочкой ходите, да, сами себе улыбаетесь и думаете: эх, как хорошо, да, вот это мне повезло. Но на самом деле это не везение, это судьба. То есть это событие, оно должно было произойти, даже если вы там ничего не делали и не ждали. Дальше показан очень интересный разговор между двумя женщинами либо двумя мужчинами. Разговор на какую-то интересную тему, разговор, который помогает, вот мне идет, да, поможет. Может быть, там консультация какая-то будет происходить, а может быть, ваша подруга либо друг что-то полезное знает, либо узнал, либо чем-то может вам помочь. То есть разговор приятный идет. Долгий разговор, кстати, но с удовольствием. Дальше показывают носорога. Носорог как будто бы угрожающе на месте топчется, но не нападает. Не нападает. Может быть, кто-то вам будет чем-то грозить. Может быть, там намеки какие-то грозные пойдут. Но знаете, что не нападет. Нет. Может быть, носорог сам вас боится, пытается защищаться таким образом, либо защищает свою, ну, территорию, допустим. Вот. Если вам прям очень надо, вот поверьте, этот носорог, он подвинется, не станет нападать ни при каком раскладе, подвинется. Вот. Но здесь как больше как предупреждающее идет. Да, не смотрите, что зверь большой и рог у него длинный. На самом деле мне идет, что человек трусоватый. Может, в принципе, от природы трус, да, может громко кричать, ногами топать, но не более того. Да, очень легко с этим человеком можно справиться, вот если не побояться. Так, стрелка вверх пошла для мужчины. Ну, у мужчины дела в гору пойдут. Вот чем бы вы ни занимались, над чем бы вы ни работали, чего бы вы ни хотели, у вас резко дела пойдут в гору. Но это как данность, как выход из темной полосы жизни. Так что наслаждайтесь, получайте то, чего были лишены, но либо старайтесь решать все самые сложные проблемы именно в это светлое время. То есть у вас все будет получаться, отказа вам точно не будет. Дальше показывают, что вас какой-то приятный подарок ждет. Подарок может быть как и от человека, так и подарок от судьбы. Что-то вы получите, что будете расценивать как подарок. Вот, приятный, добрый, даже с каким-то намеком. Ну, если от человека, то явно там будет намек. Может быть, человек вам очень благодарен и решил вам подарочек подарить.
Дальше что-то с медициной связано, страх чувствуется, страх, опасения. Может быть, вам что-то не понравится в медучреждении, вы скажете: Господи, но если так все это выглядит, да, что же там за лечение будет, либо что же там за специалисты. А я вам так скажу, не судите по картинке. Специалисты там отличные, знающие, умеющие, аккуратные, кропотливые. Вот, смотрите, как-то внешне это выглядит плохо, ну, либо какие-то моменты смущают. Но когда вы начнете получать эту медицинскую услугу, либо общение там с терапевтом, вы поймете, что вот это я попала в хорошее место, в хорошие руки, да, значит, все у меня будет хорошо. Ну, либо услуга будет очень качественная, вы прям порадуетесь, и вот чувство благодарности у вас идет. Хотя внешне вот как-то, может быть, там грязненько будет, либо какой-то контингент, ну, либо еще что-то, да. Вот, не судите по первому взгляду, там все хорошо будет. Так, еще показывают вас, и вы как будто бы на такой маленькой дудочке играете. И люди вокруг вас вот как танцуют под вашу дудочку. То есть вы заставите каких-то людей, может, даже не заставите, а просто вот оно так все сложится, что люди будут выполнять то, что вы хотите. Ну, плясать под вашу дудку будут. Для вас это тоже какое-то удивительное событие, потому что люди такие вот прям серьезные, да, ну, вот пляшут под вашу дудку. То есть у вас что-то, либо вы чем-то обладаете, но не пользуетесь, что может заставлять разных людей выполнять вашу волю, либо быть услужливыми, полезными для вас. Приятное событие, даже не событие, это открытие, да, потому что вы в себе это открываете. Вот, будут плясать, приплясывать, причем с улыбками. Не так, что вот против воли, а именно с улыбками. То есть ключик, может быть, к этим людям найдете. А может быть, вы будете настолько убедительны, что всех заставите делать то, что выгодно вам, либо хорошо для вас. Ну, на самом деле, очень добрый для вас знак. Мои милые, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.